Попытка освободить Сухум 5 января 1993 года не увенчалась успехом. Это одна из неудачных операций абхазской армии. Наступление планировалось на 30 декабря, но снегопад изменили планы абхазской армии. 5 января удалось прорвать некоторые участки Гумистинского фронта и даже захватить кемпинг. Но противник открыл сплошной огонь, и бойцам абхазской армии не удалось продвинуться дальше. Тогда туман и пошедший вновь снег помогли отступающим, но все равно 37 бойцов абхазской армии погибли в этой операции. Для того, чтобы вспомнить погибших ребят, сегодня, 5 января 2026 года, проходит возложение. Отдать дань памяти в этот день пришли к мемориалу славы в Сухуме, Гудауте и других районах Абхазии. 33 года назад попытка освободить Сухум не увенчалась успехом, но раскрыла расстановку сил, обнажила слабости противника, показала, на что способна абхазская армия, если провести работу над ошибками. Сам факт того, что мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление, настойчиво ищем путь к освобождению нашего родного города, говорит и о нашей силе, и о наших возможностях. На войне, как на войне, не всегда бывают только одни победы, бывают и поражения, бывают и неудачные наступления. Мы не можем и не имеем права падать духом. Борьба с фашизмом будет продолжаться. Мы сделаем все необходимые выводы из нашего наступления. И я глубоко убежден в том, что победа будет на нашей стороне. В тот период ситуация на фронтах была критической. Особенно серьезным было положение абхазской армии на Востоке. Поэтому принималось решение наступления на Сухум в условиях выбора меньшего из зол. Было важно оттянуть внимание и ресурс противника. Таким образом, проигрышный маневр не стал безоговорочно неудачным. Несмотря на то, что операция не завершилась победой в тот день, она стала важнейшим этапом в становлении вооруженных сил Абхазии и закалила дух бойцов на пути к окончательному изгнанию агрессора. Потери абхазской армии были внушительными. 37 погибших и 100 раненых бойцов. Но и противник понес большие потери. Противнику был нанесен ощутимый урон. Около 150 убитых и раненых. Было уничтожено 2 танка, 2 установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 3 орудийных расчета, 3 огневые точки. Как вспоминал министр обороны Султан Сосналиев, в тех условиях главной задачей было отработать управление войсками в широкомасштабных операциях, нащупать сильные и слабые стороны противника, превосходящего в численности живой силы в 4 раза и в 15-20 раз в артиллерии. Именно благодаря приобретенному тогда боевому опыту удалось удачно провести сентябрьскую операцию. Январское наступление показало агрессору, что абхазская армия способна на сложные маневры, а боевой дух защитников Родины невозможно сломить. Январская операция – это символ самопожертвования. Мы сегодня склоняем головы перед памятью тех, кто шагнул в те суровые дни в ледяную воду Гумисты навстречу вечности. Их подвиг стал фундаментом нашей независимости. Еще одним важным итогом январской операции стало назначение Владислава Ардзенба главнокомандующим абхазской армией. 8 января Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Президиума Верховного Совета главнокомандующим вооруженными силами Абхазии. Историк Валико Пачуля в своих воспоминаниях отмечал, что обстановка диктовала необходимость дальнейшей централизации руководства. В переходе к четкой воинской структуре частей и подразделений. Были созданы все виды и рода войск. Таким образом, январское наступление, с одной стороны, обнажило слабые места противника, показало, каких ошибок следует избегать, а самое главное, ускорило формирование полноценной армии по принципу единоначалия. Затем еще будут неудачные мартовско-июльские операции. Но каждая из них вела к цели, формируя все более профессиональных бойцов, убежденных в своем праве иметь свободную и независимую страну.
Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.